Продолжаем эфир нашего телеканала главными новостями к этому часу и коротко о главных темах. Несмотря на призывы властей, в Мирном и Ленске продолжают нарушать самоизоляцию даже те, кому это предписано. Как ведут контроль за нарушителями? Вскрытие рек в Якутии может произойти раньше срока. Как западные районы готовы к большой воде? Пандемия внесла коррективы в отпуска людей и туры путешественников. Наш крымский СОБКОР проведет экскурсию по самым загадочным паркам Севастополя. Семь человек с коронавирусной инфекцией выявили в Якутии за минувшие сутки. Впервые есть случай заражения в Аймиконском районе, а точнее поселке Уснера. Меры по изоляции приняты, выявляются контактные лица. После их полного обнаружения и забора проб анализы доставят вертолетом в Якутск. После этого будут приниматься соответствующие решения о введении особого режима в населенном пункте. 5 человек зарегистрированы в Якутске, из них 2 человека прибыли с Чендинского месторождения из-за тяжелого состояния. Еще 2 человека – контакты ранее выявленных больных коронавирусом. 1 – судебный пристав столичного управления. Мы пока не понимаем источник его заражения, но так как вчера это только было вечером выяснено, надеюсь, что работа, соответствующая управлением Роспотребнадзора, управлением здравоохранения, будет проведена. 7-й случай за прошедшие сутки зарегистрирован в Ленском районе. Это еще один рабочий с Чендинского газоконденсатного месторождения. Его вывезли с вахты в райцентр по медицинским показаниям для оказания необходимой медицинской помощи. Соответственно, мы сейчас принимаем меры по дальнейшей локализации больных, по выявлению их контактов. Особенности это важно, еще раз повторю, для города Якутска. И здесь, конечно же, еще раз повторюсь о соблюдении режима самоизоляции. Опыт других городов показывает, что при соблюдении мер изоляции, при недопущении различных контактов в общественных местах, все-таки соблюдение таких ограничительных мер позволяет через некоторое время добиться уже прогресса. Очень надеюсь, что по Якутску мы все-таки ситуацию удержим под контролем, и у нас дальнейшего бурного развития новой коронавирусной инфекции здесь не будет. Также, конечно же, особое внимание надо уделить нашим промышленным городам, где есть случаи коронавирусной инфекции. Несмотря на призывы властей, в Мирном и Ленске люди не желают сидеть дома. Часто можно видеть, как гуляют мамы с детьми. Также участились случаи несоблюдения среди тех, кто недавно прилетел из других регионов и стран. Кто контролирует их и что грозит за нарушение режима, узнаем у Иваны Филипповой. С трапа самолета прямиком на самоизоляцию. Забрать чемодан и домой. Даже в магазин заехать нельзя. Строго и непривычно. Но сегодня это главная мера безопасности в регионе против распространения нового коронавируса. Каждый рейс, прибывающий в аэропорт города Мирного или города Полярный, города Удачный, аэропорт Полярный, встречают представители Роспотребнадзора и транспортной полиции. На борту самолета каждый прибывающий гражданин заполняет анкету, в которой указаны его фамилия, имя, отчество, адрес, куда он прибывает, место работы. И по данным этих анкет составляются списки, которые потом передаются и в администрации поселений, и работодателям, которые указаны в анкетах этих людей. Один из тех, кто коротает 14-дневный карантин дома, Денис Спиридонов. Как и всем прибывшим в регион, покидать жилье ему запрещается по предписанию Роспотребнадзора. Чтобы не подвергать опасности здоровья родных и близких людей, я принял решение самоизоляции, самоизолировался на 2 недели. Поэтому советую всем, кто оказался в такой же ситуации, поступать так же. Контролируют самоизолированных работодатели, полицейские и администрация поселений. В Мирнинском комбинате на карантине 48 человек. На предприятии сотрудников поддерживают. Тех, кто в строю, призывают соблюдать меры безопасности. Если не для себя, то ради коллег. Если какой-то один из работников принесет вирус на работу, это пойдет цепная реакция, и предприятия будут закрываться, людей будут отправлять вынужденные простои на 2/3 тарифа, люди будут терять в зарплате. Об этом, к сожалению, не все у нас сегодня думают.
По предписанию Роспотребнадзора на карантине в Мирнинском районе более 700 человек, 420 в Мирном. К сожалению, режим соблюдают не все. В республике уже есть печальные последствия таких нарушений. В Алдане мужчина не стал отсиживаться дома и за несколько дней заразил 36 человек. В Якутске, в Мархе от женщины, нарушившей карантин, заболели 7 человек. Не меньше и тех, кто в разгар пандемии праздно шатается по улицам. Только в Мирном за сутки составлено 12 актов о нарушении режима обязательной самоизоляции. Сотрудники полиции во всех городах региона пока обходятся предупреждением. Между тем, в Якутии стали регистрировать внутренние случаи заболеваний. Люди подхватывают вирус в ранее безопасных местах – в магазинах, транспорте, в гостях у знакомых. Поэтому сейчас очень важно находиться дома и не выходить без нужды. Ивана Филиппова, Анна Брянская, Ксения Исламова, Денис Сиротин. Телеканал «Алмазный край». Ледоход на реке Лени должен пересечь границу Иркутской области и Якутии в первых числах мая. По полученному гидрологическому бюллетеню сроки вскрытия на территории Ленского района следующие. 3 и 4 мая поселки Витим и Пеледуй. 8 мая город Ленск. Сегодня ледоход уже прошел Усть-Кут. Подвижки льда наблюдаются у города Киренск. Специалисты Ленской ЕДДС находятся в тесном контакте со своими коллегами из Иркутской области. И ежедневно получают информацию о ситуации на реке. Опасений, по словам специалистов, там в этом году нет. На территории Ленского района и в Иркутской области образовался хороший запас снега. Толщина льда не превышает средних значений. Оперативная группа, которая будет отслеживать прохождение ледохода на реке Лена, прибудет в район в конце этой, начале следующей недели. У нас заключены договора с якутским гидрометом на предоставление уровней воды, а также на организацию гидропостов. Работы по превентивным мероприятиям по ослаблению прочности льда на реке Нюя и на реке Лена завершены в полном объеме. 8 апреля были проведены командно-штабные учения. Оценка получена удовлетворительная, хорошая. Рейды по контролю за соблюдением правил межмуниципальной перевозки ведут в поселке Сангар. С 15 апреля в Кобельском районе, как и по всей Якутии, закрыты автозимники. Однако не все соблюдают предписания. С нарушителями работает административная комиссия, которая без лишних разговоров наказывает выезжающих на лед рублем. Согласно приказа Управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия за номером 207-06 от 15 апреля на территории Кобельского района все автозимники закрыты. Согласно данного приказа и в рамках проведения акции «Безопасный лед» мы совместно с работниками ОГИБДД по Кобельскому району и административной комиссией осуществляем рейды. На сегодняшний день административная комиссия Кобельского района составлено 6 протоколов об административных правонарушениях по статье 9.10 Кодекса об административных правонарушениях в Республике Саха-Якутия. Это выезд транспортных средств на лед в период введенных ограничений. К другим новостям. Общий объем поддержки каждой многодетной семьи в России для улучшения жилищных условий может превысить 1 миллион рублей. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Речь идет о семьях, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующие дети. Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит такой семье. Максимальная сумма погашения составит 450 тысяч рублей. На эти цели мы направим более 9,5 миллиардов рублей. По расчетам Минфина эта мера поможет не менее 21 тысячи семей. И напомню, что с учетом расширенного мат-капитала, о чем президент объявил в послании Федеральному собранию этого года, общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 миллион рублей. Пандемия внесла коррективы в отпуска людей и туры путешественников. Благо, альтернатива есть. Как в сети, так и на телевидении есть возможность окунуться в атмосферу незнакомых мест, не выходя из дома. Наш крымский СОПКОР Денис Тишин проведет экскурсию по самым загадочным паркам Севастополя и познакомит с Максимовой дачей. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Эти строки из знаменитой сказки Александра Сергеевича Пушкина как нельзя точно отражают атмосферу этих мест. Деревья причудливой формы, тропинки, манящие к себе гроты и подземелья. Парк Максимова дача таит в себе много загадок. Вот эта местность, она сама по себе очень интересна, потому что это бывший хутор, который складывались владения еще в начале 19 века. И он был примечателен тем, что
само место было насыщено археологией. Например, известно, что здесь находились недалеко несколько древних поселений херсонеситов. Создатель усадьбы, невероятно предприимчивый купец, а впоследствии глава Севастополя Алексей Максимов, получил заказ на строительство сразу двух крупных объектов – дворца главнокомандующего Черноморским флотом и Александровского дока. Для их возведения он использовал камень с хомутовой балки, ставший впоследствии парком-усадьбой Максимова дача. На ее территории позже высадили более 1500 видов растений, в том числе реликтовых, установили беседки, фонтаны, каменные лестницы, построили особняк с часовней. Ныне от былого великолепия остались лишь руины. По одной из версий, под Максимовой дачей находятся подземелья, которые тянутся на много километров и будто бы уходят вглубь земли. Так что если кто сюда попадет, то обратно уже точно не вернется. Так родилась очередная крымская легенда. Некоторые специалисты оккультных наук полагают, архитектор Валентин Фельдман, проектируя парк, зашифровал тайные каббалистические знаки, сделавшие это место прибежищем злых духов. Однако историк Вадим Прокопенков настроен скептически к подобным слухам. Я думаю, что вот эта версия о каком-то каббалистическом символизме, заложенном на Максимовой даче, точно не соответствует действительности. И я думаю, что рождение этой версии связано, может быть, действительно с особенностями трагических событий в семье Алексея Андреевича Максимова. И все-таки Максимова дача стала свидетелем страшных событий. После занятия полуострова большевиками парк стал местом массового уничтожения белых офицеров и представителей буржуазии. После ухода врангелевцев усадьба Максимова была безжалостно разграблена. В разное время здесь находились коммуна безбожник, санаторий кораблестроителя и дом отдыха. После Великой Отечественной войны Максимова дача была долгое время заброшена, и лишь в 1957 году началось возрождение парка. В течение многих лет на этот лакомый кусок земли покушались многие организации, планируя реализовать здесь огромное количество проектов, но ни у кого ничего не вышло. Получится ли у нынешних властей Севастополя преобразить Максимову дачу, тоже неизвестно. А зрители телеканала Якутия-24 впереди ждут новые захватывающие истории и путешествия по необычным местам Севастополя. Денис Тишин, Севастополь. На этом пока вся информация. До встречи в эфире.